преддверии анонсированного на субботу протестного митинга полиция Казахстана задерживает гражданских активистов. Многодетные матери провели ночь на ступенях администрации президента. Народу давали, земле это пятям давали. Не Назарбаеву, не его режиму. Я хуй делать это сразу. Евросоюз связывает выделение Таджикистану гранта на $1 миллиард с развитием гражданского общества и улучшением ситуации со свободой слова в стране. Мы видим важную роль средств массовой информации, особенностей независимых средств массовой информации. Открытие кыргызстанских национальных игр кочевников чуть не было сорвано из-за неготовности инфраструктуры. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. За 4 дня в Казахстане были арестованы и оштрафованы 54 гражданских активиста. Но и эта цифра сегодня вполне может перевалить за 60, уверены члены коалиции гражданских инициатив. Большая часть из задержанных – это участники антикитайских митингов 4 сентября. Другие выходили на пикет в поддержку политзаключенных. Сегодня члены коалиции организовали пресс-конференцию в Алматы, где обратились к властям со своими требованиями. Само обращение будет также направлено в международные организации по защите прав человека. Напомню, ранее опальный политик Мухтар Аблязов призывал казахстанцев выйти на митинг завтра, 21 сентября. Именно поэтому, уверены в коалиции, многие гражданские активисты были задержаны якобы за участие в антикитайских митингах, правда, спустя 2 недели. А их аресты на 10-15 суток не позволят принять участие в предстоящей акции протеста. Фиксируются случаи, когда аресты и суды проводились в стилистике сталинских репрессий, ночью без участия защитников. По всем фактам нарушения прав гражданских активистов будут поданы соответствующие жалобы и протесты в юридическом поле. В этой связи мы требуем немедленного пересмотра дел гражданских активистов, их освобождения скорейшего, также приведения закона о порядке организации проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и принятыми нашей страной международными обязательствами в области прав человека. А тем временем в Нур-Султане продолжаются протесты многодетных матерей. Свыше 20 женщин провели минувшей ночью на лестнице Дома министерств. О ситуации рассказали в социальных сетях, после чего неравнодушные люди, жители казахстанской столицы, стали приносить протестующим еду. Сегодня с утра женщины решили штурмовать резиденцию президента. Шолпан Оразбекова следила за ситуацией. На парадной лестнице здания Дома министерств расположились многодетные матери. Некоторым из-за длительного ожидания даже пришлось вызывать скорую помощь. Уходить протестующие не намерены. Безразличие чиновников их только злит. Мы стояли со вчерашнего дня, ночью мы здесь стояли. Нам даже ночью вот на этом подъезде выключили свет. Мирные граждане приходили, нам приносили кушать. Акимат даже не соизволился к нам прийти, как дела узнать. Ближе к полудню женщины направились к резиденции президента. Решили брать Аккорду штурмом. Попасть к главе государства им так и не удалось. После долгих попыток пробиться через спецназ, многодетные матери стали скандировать: «Пусть выйдет Токаев, пусть выйдет Ельбасы». Чтобы быть услышанными, женщины стоят и скандируют лозунги весь день. Они озвучивают свои требования у одного ведомства, потом передвигаются к другому. Вокруг полиция и чиновники. Но решить проблемы собравшихся никто не может, сетуют женщины. Обещанное ранее так и не выполнено. Народу давали, земле это пятям давали. Не Назарбаеву, не его режиму. И я хуй делать это сразу. Мы требуем только жилье. А нам сначала обещали, что с сентября начнут выдавать арендное жилье. Но его перевели на выдачу молодым семьям в ноябре. Они не собираются выполнять наши требования, а очередь вообще не продвигается. При этом ни один депутат не спустился к нам и не спросил, из-за чего мы здесь. Представитель мэрии говорит об обратном, мол, женщины требуют на разговор только президента. И говорить с мэром не желают. Хотя городская администрация даже выделила автобус, чтобы привезти матерей навстречу к мэру. Аким готов сейчас их принять. Вот специально подогнали автобус. Надо ехать в акимат и разговаривать с каждой по отдельности. Мы готовы это делать. Эти вопросы должны решаться таким образом, а не со скандалом на улице. Пробыв у Дома министерств 2 дня, многодетные матери расходиться не собираются и сегодня. Говорят, свои требования на этот раз они озвучат только Назарбаеву или Токаеву, раз чиновники справиться со своими обязанностями не могут. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан.
А в Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сегодня написали сразу несколько серьезных изданий. Слухи о возможном распуске законодательного собрания в своем твиттере подтвердил депутат Дастан Бекешев. Хотя следующие выборы в Джохор-Кукенеш должны состояться только через год. Зачем это нужно властям и что изменится в случае избрания нового созыва, узнавала Жибек Бегалиева. Новые аккредитационные карточки парламентские журналисты получают по традиции осенью. Именно это время, когда депутаты возвращаются с каникул, в Кыргызстане считается началом нового политического сезона. И этот обещает быть особенно жарким. О том, что будут досрочные выборы парламента, заговорили буквально недели-две назад. Есть информация о том, что до конца этого года распустится парламент, и в январе-феврале начнется уже подготовка к новым выборам парламента. Сегодня об этом со ссылкой на собственные источники написали сразу два популярных издания. По их данным, выборы пройдут весной следующего года. Хотя до конца работы созыва остается немного. Уже осенью 2020 года депутаты должны были сдать мандаты. Поэтому Румканова считает, что распускать парламент смысла нет. Больше направлено на то, чтобы дать какой-то сигнал самому парламенту о том, что вот вы находитесь под угрозой распуска, и чтобы, может быть, скоро где-то в парламенте будут проведены какие-то важные законы, которые необходимы власти. Но не все журналисты из парламентского пула с ней согласны. Да, этот созыв послушен, да, удобен, но если вдруг в аппарате президента решат провести выборы чуть раньше, депутаты с готовностью пойдут даже на самороспуск, считает Александр Тузов. Вот эта исключительная послушность нашего парламента, она к чему приводит? Что в любой момент могут найтись не 80 депутатов, а гораздо больше 100, которые, если будет надо, сами понимаете кому, они дружно проголосуют за свой самороспуск. Утверждать ничего пока нельзя, но властям такой сценарий может быть выгоден, уверен независимый политолог Эмиль Джураев. И дать много времени для конкурентов, для оппозиции собраться, организоваться в сильную соперническую силу. И с другой стороны, более конкретно в нашей ситуации, например, есть такие вещи, как фактор с Бабановым, фактор с Текебаевым, у которых у обоих в политическом плане ситуация в несколько подвешенном виде, и провести эти серьезные мероприятия, пока они не совсем политически реабилитированы и не могут полноценно участвовать в этих выборных процессах. По словам Джураева, досрочные выборы помогут не только выиграть время у оппозиции, но и отвлечь людей от других вопросов: слабой экономики, отсутствия вообще каких-либо реформ и коррупции. Для власти очень трудно сейчас найти какие-то ресурсы для обновления поддержки или сильной легитимности у народа. Трудности все складываются, накладываются друг на друга, а позитивных каких-то решений, позитивных движений наблюдается очень мало. И вот этот негативный фон, он, мне кажется, постепенно доходит до власти и команда президента, и правительства, мне кажется, думают над тем, как кардинально изменить климат политический. Но если верить источникам тех ресурсов, которые написали о возможном распуске Джохор-Кукенеша, новые выборы ничего не изменят. Мандаты якобы получат те же партии, только уже с новыми названиями. И даже состав фракций следующего созыва, по их информации, будет почти таким же. Жибек Бегалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. В Душанбе мать погибшего 21 августа от огнестрельного ранения солдата-срочника требует эксгумировать его тело и, наконец, сообщить ей, как погиб ее сын. Почти месяц идет следствие, но до сих пор нет никаких результатов. Кто выстрелил ее сыну прямо в голову? Основная версия следственных органов – самоубийство, но женщина в это не верит. Что говорят в Министерстве обороны и юрист Анушер Вонарипов с подробностями. Ровно месяц прошел со дня смерти рядового Хадятулло Ализода во время несения службы в одной из военных частей в Душанбе. Мать молодого человека Мунисахон Тагоева не может понять, почему до сих пор нет никакого заключения следственных органов. В армии солдаты живут по четкому расписанию, находятся под наблюдением офицеров, поэтому выяснить, кто выстрелил из автомата ее сыну в лоб, не должно быть так сложно. В армии все же под контролем. Как в школе линейку проводят и уроки по расписанию проходят. Там тоже порядок был, и все были под контролем. В главную версию, которую озвучили Мунисахон в Министерстве обороны, когда ей передали тело сына, самоубийство, она не верит. Хадиатулло оставалось служить всего ничего, и за несколько суток до смерти она говорила с сыном по телефону. В телефонном разговоре он мне сказал: «Мама, я скоро приеду, мне немного осталось». Это было, когда ему оставалось служить 40
40 дней. Он очень радостно говорил мне это. Смерть во время несения службы, тяжелые травмы и побои в таджикской армии не редкость, говорят правозащитники. По данным коалиции против пыток, с 2014 по 2016 годы зафиксировано 60 обращений от родственников военнослужащих. В 11 случаях речь шла о смерти солдат. Правда, в последние пару лет таких случаев становится меньше. Официально большинство летальных исходов в армии – это самоубийство, различные болезни и смерти по неосторожности. Но каждый раз появляются свидетельства того, что это не так. С начала года к нам обратились 4 родители военнослужащих, погибших на службе. Последнее обращение было от Мунисахон Тагоевой. Мы сейчас ждем результаты проверки, и потому, что решат следователи, уже будем работать с этой семьей. В Министерстве обороны говорят, что пока никакой информации по делу раскрыть не могут. Расследование военной прокуратуры продолжается. Следователи рассматривают все версии случившегося, а не только самоубийство. Действительно, такое происшествие случилось, но мы ничего не можем сказать без решения военной прокуратуры. Наша предварительная версия – это было самоубийство. Со стороны Министерства обороны была оказана вся необходимая помощь в организации похорон, покупке продуктов питания и вообще всего необходимого для похорон. Большинство таджикистанцев не хотят служить в армии, говорят правозащитники, и избегают службы десятками способов, от трудовой миграции до поступления в вуз. При этом факультет не имеет значения, лишь бы был студенческий билет. До сих пор военные комиссариаты проводят облавы на призывников, чтобы выполнить план по новобранцам. Анушервон Арипов, Насим Самов. Настоящее время Азия. В Душанбе с рабочим визитом находится Петр Бурян, специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии. Европейский дипломат приехал в Таджикистан, чтобы рассказать о новой программе ЕС по сотрудничеству со странами региона. В предстоящие 3 года в рамках этого проекта Таджикистан может получить от европейских структур инвестиции в размере 1 миллиарда евро. Однако Петр Бурян подчеркнул, что в Брюсселе реализация новой программы увязывает с вопросами соблюдения демократических принципов и свободы слова в Таджикистане. Анушервон Арипов расскажет подробнее. Визит Петра Буряна в Душанбе ждали с нетерпением. Новая стратегия ЕС по Центральной Азии, которая готовилась в Брюсселе последние 2 года, обещает стать дополнительным источником грантов для Таджикистана. И действительно, спецпредставитель Европейского Союза последние дни то и дело говорил об объемах помощи и о том, куда европейские вливания могут быть направлены. В то же время Петр Бурян подчеркнул, что при выделении грантов и инвестиций Евросоюз будет уделять особое внимание соблюдению в Таджикистане демократических принципов. Я сказал, что на основе нашего опыта мы видим важную роль средств массовой информации, особенностей независимых средств массовой информации в этих важных процессах, как источника информации для населения. Эта роль очень важна тоже для борьбы против терроризма, чтобы люди получили действительно объективную информацию. И поэтому у нас и программы, и, конечно, и в нашем диалоге мы об этом очень часто говорим. Говоря о роли СМИ в борьбе с терроризмом, европейский дипломат указывает на реализуемый Евросоюзом в регионе проект. Недавно Брюссель выделил дополнительные 4 миллиона евро на противодействие радикализации через СМИ. Впрочем, журналистское сообщество Таджикистана интересует другой вопрос. Будут ли еврочиновники в реальности увязывать предоставление помощи таджикскому правительству с состоянием демократических свобод в стране? За прошедшие 20 лет мы неоднократно слышали подобные заявления со стороны западных государств. К сожалению, правительство Таджикистана вообще не считается с такого рода требованиями. И эти страны под формальные уступки Душанбе предоставляют властям помощь. Они никогда не настаивали на своих предварительных условиях. Если бы они подходили к этому более серьезно, то ситуация, по моему мнению, не дошла бы до нынешнего состояния. Впрочем, всем и так известно, в каком состоянии сейчас свобода слова в Таджикистане. По мнению экспертов, Евросоюз при более принципиальном подходе в реализации новой стратегии вполне может изменить ситуацию с демократическими свободами в Таджикистане. Страна очень зависима от внешней финансовой помощи. Ситуация со свободой прессы в Таджикистане в последние годы стремительно ухудшается. В последнем всемирном рейтинге свободы прессы Таджикистан попал в группу стран с несвободными СМИ. В этом году Таджикистан опустился на 12 позиций вниз и находится на 161 месте из 180.
Цензура в интернете, давление и запугивание журналистов, закрытие изданий, вынужденная эмиграция журналистов за рубеж. Одни из причин, по которым Таджикистан теперь находится в нижних строчках всемирного рейтинга свободы прессы. Смотрите далее в нашей программе. Открытие кыргызстанских национальных игр кочевников чуть не было сорвано из-за неготовности инфраструктуры. Мигрант из Узбекистана начал борьбу с полицией. 29-летнего Аброра из Ферганы привлекли к административной ответственности в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что все его документы были в порядке. Он живет и работает в одном из ресторанов северной столицы России уже несколько лет. 11 сентября полиция его задержала. Аброр нанял адвоката и обратился с жалобой на полицию в Следственный комитет. Он рассказал, что сотрудники полиции попросили у него документы и спросили, где он живет. Узбекистанец забыл адрес, потому что недавно зарегистрировался по новому месту жительства. После этого полиция, как рассказывает Аброр, вывернула ему руки и отвезла в отделение. Там его продержали день в холодной камере. Вместе с ним там были и другие мигранты, и у них также все документы были в порядке. Всех их оштрафовали на 5000 рублей. Один из сотрудников полиции в частной беседе с Аброром объяснил действия приказом сверху. Он рассказал, что мигрантов в России становится все больше и больше, поэтому пришел приказ снизить количество приезжих. Аброр предположил, что полиция таким образом выполняет план пополнения бюджета за счет трудовых мигрантов. Корреспондентам радио «Озодлик» в полицейском участке номер 23, где и находились задержанные мигранты, заявили, что в отделение приводят только тех, у кого нет документов. Полиция не имеет права приводить сюда тех, у кого они есть. По словам адвоката Аброра Николая Новикова, в действиях полиции есть признаки преступления. Он сообщил, что будет требовать возбудить уголовное дело против полиции. В Душанбе открылся первый центральноазиатский медиафестиваль. Лучшие специалисты СМИ из разных стран региона рассказали о последних трендах, о медиаграмотности и фейках, уделили внимание и развитию сбалансированной информационной среды. В рамках феста проходит конкурс среди журналистов на лучший информационный материал. Участники говорили о проблемах, с которыми сталкиваются репортеры стран Центральной Азии, и том, как это влияет на внедрение мировых медиатенденций в регионе. Анушерон Арипов побывал на фестивале. Интересная журналистика в Таджикистане сегодня удел энтузиастов, а не профессионалов, считает участник фестиваля Тимур Тимирханов. Уровень знаний выпускников факультетов журналистики оставляет желать лучшего. Учебные программы не успевают за новейшими трендами и новинками. Сегодня журналист должен уметь пользоваться интернетом и соцсетями, быть в курсе всего, что происходит вокруг, а главное потом качественно и квалифицированно это преподнести. Фактор, такого, скажем, академического образования, он все менее и менее важен, потому что это образование ждет реформ, ждет каких-то, обновления. То есть, допустим, меняют в России факультеты журналистики на факультеты медиакоммуникаций. То есть эту сферу расширяют и углубляют. Вот с таким подходом, я думаю, можно вернуть важность академического образования и микс вот этого энтузиазма и каких-то базовых крепких знаний, полученных в университете, вот он даст прям качественную журналистику, особенно в молодой сфере. Таджикистан, как и некоторые страны Центральной Азии, сегодня отстает от мировых медиатрендов. Отсутствие хорошего образования для журналистов – это только часть проблемы. Плохой доступ к интернету и цензура – вот основные причины, по которым в таджикском сегменте сети очень мало цепляющего глаз контента, говорят участники медиафеста. Власти страны, как и большинство соседей, не любят критики в любом ее виде. Это привело к тому, что даже простые таджикистанцы боятся что-то публиковать в своих профилях, хотя интересных историй есть немало. Вопрос самоцензуры, он на самом деле действительно очень актуален в нашей стране, потому что он может быть выше, чем уровень цензуры. То есть люди боятся больше говорить, нежели чем это риски существуют на самом деле. В итоге это ограничивает и поиск тем, это ограничивает и формат предоставления этих материалов. И самоцензура на самом деле наблюдается не только среди профессиональных журналистов, но и в отношении обычных людей, которые сегодня уже имеют возможность через социальные сети и прочие механизмы выражать свое мнение. Медиафест еще раз показал, что во всех центральноазиатских странах есть люди, которые могут создавать качественный контент, говорят специалисты. Но отсутствие возможности что-то на этом заработать также тормозит развитие отрасли. А другое дело, что мы не можем получить полномасштабный качественный контент только из-за того, что пока это опять-таки мало денег. Но это, думаю, со временем устаканится, сформируется, и мы со временем будем получать все более качественный, все лучший продукт.
На медиафестивале обсуждали не только проблемы, но и то, как использовать существующие возможности для создания востребованного контента. Здесь же проходит конкурс в 5 номинациях на лучший информационный материал из Центральной Азии, от фотографии до полноценного репортажа. Также участники говорили о том, что в их странах делают для борьбы с фейковыми новостями. Мы финансируем создание онлайн-приложений, которые, да, на таджикском языке, причем это создают наши таджикские компании, наши таджикские программисты, и которые через игры они научат этих людей познавать основы медиаграмотности. Фестиваль продлится до субботы. Тогда же подведут итоги конкурса. Сам Медиафест планируется проводить каждый год в одной из центральноазиатских стран. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Кыргызстане впервые проводят национальные игры кочевников. Вместо всемирных уменьшить размах чиновники решили в прошлом году. Отдали право проведения всемирных игр Турции и запланировали подобные ежегодные мероприятия в регионах. Не так красочно, без зарубежных участников, но дешевле. Правда, даже не столько масштабное мероприятие не обошлось без скандалов. Дарья Тимофеева подробнее. 3 дня до старта город Талас. С проверкой приехала вице-премьер Алтыная Умурбекова. Объекты подготовленными не выглядят даже на видео. Чиновники и строители обещали все закончить в срок. За день до начала национальных игр кочевников фото с места опубликовал корреспондент кыргызской службы «Радио Свобода» Азатык. Работники в спешке приколачивают сиденья на трибунах ипподрома, возводят вип-ложу и докрашивают заборы. Рабочие не спали по 3 суток, и вот зарождается такой вопрос. А оно нам надо? С опозданием на полдня игры все же открывают. В программе 10 национальных видов спорта. Собрались участники со всей республики. Самым зрелищным традиционно остается кокбору или козлодрание. Посмотреть, как наездники борются за тушу козла, приходят тысячи людей. Не обходится и без большой культурной программы. Как и на всемирных играх кочевников, разбили этногородок. Здесь можно узнать обычаи каждого региона, отведать национальные блюда, познакомиться с традиционной одеждой кыргызов. Общий бюджет мероприятия чиновники ранее в СМИ не озвучивали. В Министерстве культуры нам сообщили, что потратили на игры кочевников 14 миллионов сомов или 200 тысяч долларов. Еще 6 миллионов сомов или 85 тысяч долларов – расходы Госкомитета спорта. Во сколько обошлось это госстрою, неизвестно. Зато появилась информация, что в Таласе принудительные сборы велись из бюджетников. По данным информагентства 24KG, учителя сдали по $3, с врачей удержали дневную зарплату. Относительно такой информации у нас нет. Например, Минкультуры определенные деньги были выделены, и свою часть мы организационно сами сделали. А то, что, которое относится по регионам, которые регионы же сами же сюда приехали, это у меня вопросов, то есть информации нет. Подобные скандалы только масштабнее сопровождали и всемирные игры кочевников. Тогда сообщалось, что бизнесменов буквально принуждали внести посильную лепту. После появились уголовные дела о завышенной стоимости реконструкции ипподрома. Подрядчики жаловались, что власти им не заплатили. В национальном формате игры проводят впервые. Завтра на заключительном концерте в присутствии президента и депутатов руководство области должно передать эстафету их проведения другому региону. Дарья Тимофеева, Азат Интамаков. Настоящее время Азия, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. Кем был Адольф Гитлер? Появившись ниоткуда, Гитлер стал лидером Германского рейха, одним из самых влиятельных людей 20 века, из-за которого мир оказался на пороге катастрофы. Народ ему поклонялся и слепо шел за ним в пропасть, в то время как он в строгой тайне хранил свое происхождение и свое прошлое. Никто не должен был знать, кем и каким он был на самом деле. Тебе от Бога какой-то это был, да, что предсказание, что Путин не должен на этом посту, да, будет? Да. Но все равно долго-недолго. Идти надо. Мы вами гордимся, мы вас поддерживаем. Мы все смотрим. Мы сейчас стоим на двух сторонах баррикад. Те, кто за Путина.